Фуры с отравой вместо антисептика, поддельные бренды и несуществующие марки алкоголя. Кто и как химичит на здоровье, а иногда и на жизнях людей. Откуда и куда текут реки контрафактного алкоголя и можно ли их перекрыть? Сегодня эти вопросы обсуждаем в программе «Татарстан без коррупции». В студии Светлана Спирина. Я представляю наших гостей. Это Равия Безердиновна Ширша, заведующая отделом управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Хайрлы киш. Добрый день. Также сегодня с нами Дмитрий Николаевич Козлов, начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан. Добрый вечер. Добрый день. С нами Татьяна Михайловна Хабибуллина, начальник контрольно-ревизионного отдела Госалкогольной инспекции Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. И также сегодня с нами по видеосвязи всю программу будут еще эксперты. Это Марина Викторовна Трофимова, временно исполняющая обязанности руководителя Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Добрый вечер, Марина Викторовна. Добрый вечер. И Ренат Касимович Акчурин, руководитель пивной ассоциации Республики Татарстан. Добрый вечер, Сенс. Да, надеюсь, связь не подведет, и мы все вместе включимся в обсуждение достаточно интересной и очень важной темы, на наш взгляд. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 554-56-10, код Казани 843. Вы также можете дозвониться до нашей студии, задать свои вопросы нашим экспертам, а также предлагаем присоединиться к телефонному опросу среди наших телезрителей. Мы задаем вам сегодня один вопрос. Как можно остановить современных бутлегеров? Ну и варианты ответа. Первый вариант – это дело правоохранительных и контрольных органов. Второе – незаконный алкогольный бизнес имеет крышу. И третье – тотальной трезвостью. Сам не пью и другим не советую. Ну а накануне программы я хочу сказать нашим экспертам, что мы провели интернет-опрос в соцсетях телеканала «Новый век». Вопрос звучал так: уверены ли вы в качестве приобретаемого алкоголя? И вот какие результаты мы получили. Да, покупают только в проверенных магазинах. Так ответили 48% респондентов. Вкус напитка часто разный. Не уверен 52%. Ну и 0% сказали, ответили, пью все, что горит. То есть нет у нас таких людей, которые выпивают все на свете. Возмущались представители общества трезвости, которые заявили, что почему нет варианта ответа для них, потому что они их не пьют, и это вполне понятно. Ну а теперь мы переходим, конечно, к алкоголю, который действительно принимается внутрь. Мы сейчас пока не говорим о новинках на контрафактном рынке, которые появились в пандемийный год. Но вот как бы эксперты программы сегодня прокомментировали результаты интернет-опроса. Вот 50 на 50, да, разделилась аудитория. Уверены в качестве и не уверены. Кто начнет? Татьяна Михайловна. Ну, в принципе, можно предугадать, что именно таким образом разделятся ответы. Потому что у нас всегда найдутся люди, которые будут недовольны качеством алкогольной продукции, в том числе и легальной. И всегда есть люди, которые покупают алкоголь только в законных, скажем так, в легальных магазинах. То есть они не сомневаются в качестве приобретенной продукции. Ну, 50 на 50, в принципе, я считаю, это нормально. Дмитрий Николаевич, ваша версия? Я считаю, что те примеры, которые мы приведем, как плохих случаев, так и отрицательных в целом уже к летальным исходам. И думаю, что по окончании программы, конечно, количество людей, которые посчитают, что необходимо исключительно обращаться в магазин с соответствующими лицензиями, их, конечно, доля повысится. Ну, для этого наша программа, да, Равия Безердиновна? Да, на самом деле, действительно, коррупционные риски, особенно в данной сфере, они имеются. И вот опросы показывают о том, что на сегодняшний день граждане у нас не обладают надлежащей достоверной информацией по реализации алкогольной продукции и как себя обезопасить. И поэтому, скорее всего, вот поэтому такой у нас как бы результат. Марина Викторовна, вы согласитесь с результатами опроса? Не удивляют вас они? Нет, не удивляют, но, естественно, присоединяюсь к мнению коллег, что наша передача, я надеюсь, поменяет мнение общества. Ренат Касимович, ну и в завершении подытожьте, пожалуйста, ваше мнение. Я надеюсь, для этого и существуют и правоохранительные органы, и контрольно-надзорные органы, и средства массовой информации, чтобы действительно людям преподнести правильное, скажем так, отношение к выбору алкогольной продукции, отказу от контрафактной и той продукции, которая действительно продается не в тех магазинах или не у тех людей.
В общем-то, разъяснительная работа нужна, о которой мы сегодня говорим, и я думаю, что будут прозвучать и полезные советы. Я предлагаю начать и озвучить хотела бы ряд цифр. Вот по данным Госалкогольной инспекции, в прошлом году из незаконного оборота изъято около 24 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудники МВД пресекли попытки ввоза и реализации в республике 240 тонн контрафактных вин, коньяков, водки, пива и спирта. Мы понимаем, что вот сфера торговли и потребления приносит большие доходы. И всегда, конечно, найдутся те, кто будет пытаться урвать свою часть. И не всегда законно, потому что сфера торговли строго регламентируется, да, это надо признать. Вот, Равия Бездельдина, вы уже сказали о том, что коррупционные риски в этой сфере велики. Ведь цепочка действительно от производства, от подпольного цеха, потом сбора подходящей тары, производства этикета, конечный путь к потребителю, употребляющему гражданину, довольно длинный. И в этой цепочке явно могут быть те, кому тоже хочется решить вопрос гораздо быстрее. Да, на самом деле, действительно, вот коррупционные риски у нас на сегодняшний день опыт показывает, что не застрахована ни одна из сфер у нас жизни от коррупции. Поэтому именно в целях разъяснения гражданам их прав и законных их прав и обязанностей у нас по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова у нас проводится цикл телепередач «Татарстан без коррупции». Что касается темы сегодняшнего выпуска, то необходимо отметить, что коррупционные риски в данной сфере они приводят к серьезным последствиям и могут нанести непоправимый ущерб здоровью граждан, а также могут привести к смертельным исходам. Да, действительно, от фальсификата у нас страдают все, в первую очередь люди, ну и, естественно, и бюджет. Откуда к нам попадает контрафактная продукция? Естественно, если мы за погоней за дешевизной продукции обращаемся не в стационарные магазины, а, скажем так, физическим лицам, которые не имеют права реализовывать алкогольную продукцию. Что касается контроля в данной сфере, поэтому государство придумало лицензирование всех направлений от начала производства, передвижения и реализации, придумала лицензирование. На сегодняшний день все эти виды деятельности являются лицензионными. И в данном случае, конечно же, в этой деятельности есть коррупционные риски. У нас только в 2020 году выявлен случай, когда лицо, предприниматель, который изъявил получить с нарушением лицензию, он предлагал взятку должностному лицу Росалкогольной инспекции Республики Татарстан. И таким образом в настоящее время в отношении данного предпринимателя у нас возбуждено уголовное дело. Поэтому коррупционные риски, вот наша задача здесь с коллегами разъяснить права, обязанности граждан для того, чтобы в последующем не допускать, чтобы они попадали в коррупционную ситуацию. Спасибо. Мне подсказывают, что у нас есть звонок, и говорят, интересный звонок. Я так понимаю, тема действительно животрепещущая для многих. Для многих. Ну и в любом случае мы должны быть уверены в качестве того, что мы покупаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алстан Исмаил Кутаевлюдович. Задавайте вопрос. Вот в деревнях, столько в деревнях продают суррогаты. Так обидно. Люди нормальные, которые имеют деньги, в магазинах не могут брать, а берут по 200 рублей, по 150 рублей. Ну, это, как правило, я так понимаю, самодельные, да, напитки? И это, видимо, это суррогат. Суррогат. Хорошо, спасибо. Ну, в общем-то, понятно, да? Наверное, здесь Дмитрий Николаевич, скорее всего, Госалкогольная инспекция тоже подключится. Есть ли такая проблема, что действительно в районах, в деревнях, в селах больше, скажем так, суррогата, алкоголя? Наверное, стоит говорить не о том, что больше или меньше. Проблема в чем? У нас в Республике Татарстан порядка 1500 сельских населенных пунктов, особенно малонаселенных, не имеют стационарных торговых объектов. Либо магазин есть, но лицензии в деревне, вот на этом магазин нет. Естественно, никто не скажет, что в этих деревнях проживают только, ну, как говорят, трезвенники и язвенники. Если люди
хотят выпить, они имеют на это право, значит, они должны пить легальный алкоголь. И вот эта проблема, она решаться должна и контролирующими правоохранительными органами, и органами местного самоуправления, как в части выявления и пресечения нелегального алкоголя, так и в части открытия стационарных торговых объектов, потому что вот есть магазин, он закрыт, в чем проблема? Продавца нет, или не умеет работать в ЕГАИС, или магазин нерентабельный, как считают. Но эта проблема решается каким образом? У нас магазины системы Татпотребсоюз, вот модульные магазины, специальная программа есть республиканская, начинает открываться. Какая-то вот работа проводится, предприниматель, юридические лица, лицензиаты, мы проводим с ними работу. Возьмите, пожалуйста, в работу вот этот магазин конкретный. У нас такие магазины открываются. Они имеют право, а также они получают лицензию Они на продажу получают в алкоголя? обязательном порядке лицензию и документы собирают. То есть это нельзя сказать, что вот вы просто возьмите лицензию, мы вам ее дадим без госпошлины, без документов. Нет. Но это проблема не одного дня. И действительно она есть. И люди ведь в деревнях иногда что делают? Покупают самогон, а чтобы выявить, пресечь продажу самогона, это надо как минимум закупиться. Ну, в общем-то, продажа самогона – это лишь следствие, Да, причина в да. конечном итоге Ну, в вот отсутствии нет магазинов, где можно магазинов, приобрести да. лицензированную продукцию. Все верно, да? Тоже еще несколько слов могу добавить. То, что правоохранительный блок. В целом, конечно, мы эту проблему видим на селе самогон, и не только. И хуже того, в последнее время больше фиксируем случаи, когда не идет речь о таком самогоне, сколько больше о разбавленном спирте с добавлением разных красителей, ароматизаторов. То есть под видом всего этого делается бурномага, которая, безусловно, категорически она недопустима для употребления в пищевых целях. Она опасна, можно прям так сказать, и приводит к тяжким последствиям для здоровья. Все эти случаи по возможности при поступлении достоверной информации они выявляются, пресекаются. И результаты могу сказать, что за прошлый год изъято из незаконного оборота более 1100 литров от самогона. То, о чем идет речь. И самого спирта, конечно же, гораздо больше. Но это очень сложно и выявить таких продавцов, потому что покупатели-то понимают, что если сейчас он сдаст своего продавца, то есть пока с покупателем что-то не случится, вы не выйдете на продавца, я правильно понимаю? То есть сложность есть в этом? Все возможности получения информации у нас есть. У нас широко в республике используется система народного контроля. Есть возможность обратиться анонимно в правоохранительные органы, в госалкогольную инспекцию, в Роспотребнадзор. Все эти возможности есть. Люди активно пишут. Эти материалы все рассматриваем, и по каждому дается процессуальное решение. То есть все-таки обращение присутствует. Мы понимаем, что люди и на не них скрывают, реакция своевременная. Хорошо, давайте для начала еще посмотрим небольшое видео, как происходит производство контрафактной продукции. Говорю, снято это не у нас в стране, но предполагаю, или вот сейчас, как нам пояснят эксперты, похож ли этот процесс на наш примерно. Сейчас нам должны показать режиссеры, да. Так, вот то, что мы видим. Грязная тара, антисанитарные условия, разноцветные пузырьки при смешении реагентов, да, они дают необходимый цвет дорогих, по всей видимости, напитков. Вот то, что мы с вами видим. Дмитрий Николаевич, вот похоже примерно на то, что происходит в наших подпольных цехах? Это вот самое, что ни на есть злоба дня, когда молодежь, они хотят, так скажем, показать себя в кавычках с лучшей стороны среди своих друзей, и на стол выставляют в компании своей не алкоголь с магазинов, а где-то пытаются сэкономить. Под видом элитного. Да, под видом элитного, начинают где-то что-то разбавлять, либо покупать такое. И мы все становимся порой участниками различных бесед. Чуть ли не доходит до того, что за 500 рублей люди хвалят купленное ими Хеннесси в 5-литровой канистре. И такие случаи бывают. Здесь надо понимать, что вред будет колоссальный. То есть, получается, те люди, кто это делает, подвергают жизни не только себя, но и своих близких, родных и так далее. Поскольку это все остается и дома где-то там, под столом все это размещено, и могут воспользоваться также и, так скажем, родственники, знакомые, кто пришли. Понятно. Отравиться, и в последующем, конечно, это очень тяжкие последствия. Хорошо, Дмитрий Николаевич, да, только обращаюсь, давайте без названия алкоголя, мы будем называть его элитным, суррогатным и классическим, чтобы нас тоже не заподозрили в определенной рекламе или нарушении закона. Я сейчас хочу вновь обратиться к цифрам. 225 человек умерли от отравления,
контрафактным, да, от употребления контрафактного алкоголя. Всего же, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 465 случаев острого отравления алкоголем. Я подчеркну, что это по данным медицинских учреждений, то есть когда человек поступал по скорой в больницу. Так вот, 89% отравившихся, что подчеркивает и подтверждает слова Дмитрия Николаевича, старше 18 лет. Это 414 случаев. Подростки 15-17 лет – 26 случаев. Дети до 14 лет – 28 случаев. К счастью, все подростки и дети остались живы, но вот мы, о чем вы и говорили, да, то есть это абсолютная молодежь. Марина Викторовна, вот в мониторинге по районам, где произошли все эти несчастные случаи, в анализе причин отравлений, есть ли что-то такое, что настораживает вас? Ситуация в 2020 году по отравлениям несколько изменилась в части препаратов, вернее, вида алкоголя, от которых произошли эти отравления. У нас выросла доля употребления метанола и других спиртсодержащих жидкостей, например, тосол, морилка для дерева, то есть те спиртсодержащие жидкости, которые, в принципе, не предназначены для употребления внутрь. То есть люди употребляют не в прямом смысле алкоголь, пусть он даже там какого-то суррогатного, да, происхождения, а то, что, в принципе, пить нельзя. Ну, в общем-то, яд употребляют уже, да? Мы можем примерно сказать? Ну, Да, конечно же, так и есть. верно. Да, Марина Викторовна, вот есть список районов, ну, определенный, да, где показатели превышают общереспубликанский вот, по количеству отравлений. Есть ли районы, где не зарегистрировано ни одного случая? Вот и с чем вы это связываете? Мы это связываем как с обращаемостью самих отравившихся, пострадавших, так и с правильностью постановки диагноза. Ну и, к сожалению, можно сказать, что вопрос достоверности предоставления данных выходит на первый план, поскольку вот за прошедший год в 15 муниципальных районах нашей республики количество смертельных случаев, оно было равно, в принципе, количеству случаев острых алкогольных отравлений. То есть когда уже наступил летальный исход, сокрыть нельзя этот случай, и тогда ставят диагноз отравления алкоголем, спиртсодержащими жидкостями. Все остальные случаи, ну, по всей видимости, диагностируют другими диагнозами. Ну, тройку районов, например, где наибольшее количество, вы можете сказать? Назвать? Да, конечно. Так, по острым алкогольным отравлениям у нас на первом месте Черемшанский и Верхнеусловский районы по количеству случаев острых алкогольных отравлений. А по летальным исходам, опять же, Черемшанский, Сабинский, Верхнеусловский районы, там, где показатели в этих районах на 100 тысяч населения превышают среднюю. Хорошо, то есть понятно, что и где происходит отравление, там летальные исходы, в общем-то, поэтому лидеры, наверное, понятны. Звонок у нас есть, да? Да, давайте тогда выслушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Значит, добрый вечер. Сагид Валиуллин, пенсионер, город Нижнекамск. В самом начале вашей передачи вы называли цифры, конфискованные вот это спиртосодержащихся жидкостей. Огромное количество. У меня вопрос товарищу подполковнику. Вот, как уничтожается вот это спиртосодержащие жидкости под всем контролем? Хорошо, спасибо. Спасибо Какая большое судьба? за вопрос. Да. Действительно, это очень актуально. То, что, во-первых, эта работа МВД направлена на выявление каналов поставки, производство суррогата. В дальнейшем это процессуальное оформление, все действия, выявление дополнительных случаев хранения суррогата, то, что еще не успели продать. То есть самые предотвращенные случаи, так скажем, да, распространения суррогата и предотвращенные случаи отравления граждан. И, конечно же, на контроле работа по дальнейшему изъятию всего алкоголя и передаче его на уничтожение. Есть соответствующий госорган Росалкогольрегулирования, и через него при наличии соответствующего судебного решения все это производится. Мы регулярно данный материал освещаем в СМИ, поэтому можно с этим ознакомиться. А результат за прошлый год более 70 тысяч литров не только изъятого, а уже как раз уничтоженного суррогата.
такое уточнение. Как уничтожается? Есть порядок, утвержденный правительством Российской Федерации, где четко расписано, что после вступления в законную силу судебного решения о конфискации изъятой продукции контролирующий орган, или который изъял, допустим, МВД по Республике Татарстан или Госалкогольинспекция, направляет соответствующую заявку в МРУ, Межрайонное управление Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу, с приложением соответствующих документов о готовности передать эту продукцию. Затем, как формируется заявка в Нижнем Новгороде, и к нам приезжают сюда, в республику, приезжают представители Росалкогольрегулирования, эту продукцию, изъятую и конфискованную, забирают с составлением соответствующего акта приема передачи, и продукция вывозится за пределы республики в орган, уполномоченный на уничтожение этой продукции. То есть на переработку у нас в республике фактически ничего не вывозится, все на переработку. На уничтожение, да. У нас в 2020 году был тендер, ну не у нас, а вообще на конкурсной основе по всей территории Российской Федерации. Этот тендер выиграла организация Роспиртпром, и они занимаются уничтожением. После уничтожения алкогольной продукции нам направляются соответствующие акты уничтожения, и мы их уже направляем в суд для приобщения к материалам дела о том, что судебное решение о конфискации выполнено, и приобщаем к своим материалам. Уничтожение, сам вот этот процесс, это что происходит? Ну, обычно либо сдавливание вывозят на определенную площадку, полигон, да, сдавливают путем, ну, бульдозерами это называется, путем там наезда вот этого тяжелого средства, либо выливание отдельно, стеклянные бутылки, жидкость отдельно выливается. То есть, чтобы наши слушатели не думали, что вот мы изъяли, тихонечко припрятали и где-то там потом влево То есть продали. это не перерабатывается, это исключительно это не уничтожение. подлежит переработке, это подлежит только уничтожению. Да. Хорошо, спасибо. Татьяна Михайловна, еще один вопрос. Все-таки мы говорили уже о лицензировании. Да? Насколько сложно сегодня получить лицензию на продажу алкоголя, чтобы, например, решить ту же самую проблему в сельских районах со стационарными магазинами, которые будут иметь право на продажу алкоголя? Ну, большой трудности здесь нет. Надо собрать просто определенный пакет документов, заплатить государственную пошлину, документы подать в Госалкогольинспекцию как в лицензирующий орган. Если соискатель лицензии не хочет личного контакта, документы можно подать дистанционно, то есть в электронном виде это все предусмотрено. В течение 20 рабочих дней рассматривается вопрос, проводится внеплановая проверка, документарная и выездная, и по итогам этой проверки выносится решение о выдаче лицензии, либо об отказе в выдаче лицензии. У нас очень редко бывает отказ в выдаче лицензии. В основном это либо несоответствие торгового объекта по площади, есть определенные требования законодательства, либо наличие у соискателя лицензии задолженности по уплате налогов или сборов. То есть, и хотела бы еще сказать, что лицензию может получить только юридическое лицо на розничную продажу алкогольной продукции, а розничная продажа пива и пивных напитков не лицензируется, и этой продажей могут заниматься как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Дмитрий Николаевич, вопрос, я думаю, что это точно вы знаете ответы на эти вопросы, потому что это область деятельности вашего отдела. Вот что подделывают чаще всего? Сколько суррогат остановили на границах республики? Откуда везут суррогат? Либо там базу для дальнейшего производства? Во-первых, что поделать чаще всего? На что можно... Все-таки начну с того, что руководством МВД особое внимание данной проблеме уделено. Потому что контрафакт на алкоголь, к сожалению, он имеет место. И, как правило, показывает анализ, он в большой партии поступает извне, то есть в нашу республику, и поэтому особое внимание уделяется на канал поставки. Как показывают результаты проводимых мероприятий, в основном подделывается водочная продукция, то есть та, которая наиболее часто употребляется гражданами. Безусловно, прежде всего, пытаются изготовить фальсифицированную продукцию с марками, брендами, которые наиболее востребованы. То есть у нас подделывают, подделывают у нас продукцию Татспиртпрома, подделывают другие марки, чем наносится также еще дополнительный ущерб и бюджету республики, и репутации производителей, потому что люди, многие уже сложно бывает им определить. К сожалению, вот тот технологический процесс, который существует, он
позволяет злоумышленникам изготавливать кустарным способом, незаконно имею в виду, продукцию максимально схожую с оригиналом, и обывателю сложно определить. Поэтому есть степень определенной защиты, про них мы еще расскажем. Да, про них Но чуть вот скажу, что прежде всего, как я говорю, водочная продукция около 120 тысяч литров, то есть практически больше половины, это вот как раз водочная продукция. Также подделывается и слабоалкогольные напитки, уже и такие факты бывают, как, например, одна из марок, ну, не будем называть ее, поступала в крупных партиях в легальные объекты продаж. Но, как выяснилось на проверку совместно с Госалкогольной инспекцией, что не что иное было, как смешивание спирта с водой. По сути, кроме как спиртометра, ничто и не использовалось. А все остальные вкусовые добавки это были лишь не естественным способом, а добавление, что также могло повлиять и влияло, возможно, на состояние здоровья как раз граждан. Хорошо, спасибо. А мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу. После рекламы продолжим, не переключайтесь. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Поможем справиться с похмельем, очистим организм от алкоголя, полностью перезагрузим вас. Клиника «Панацея», 207 32 77. Анонимно. Успейте купить готовую квартиру с ремонтом, мебелью и техникой в IT-городе Иннополис в жилом комплексе «Уникум». Рядом с вами детский сад, инновационная школа, лицей и даже университет. Осталось меньше 50 квартир. Бронируйте по номеру 500 ровно 56 59. До конца января подарок каждому. Итак, это программа «Татарстан без коррупции». В студии Светлана Спирина. Сегодня мы разговариваем о том, как остановить поток контрафактного алкоголя в республику. Сегодня разговариваем об этом с нашими экспертами. Очень много было уже вопросов, очень большие темы и вопросы мы рассматривали. Я вот сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, как производится тот самый контрафактный алкоголь. Давайте посмотрим все вместе, потом обсудим. Производство коньяка в этом гараже в Советском районе Казани было поставлено на широкую ногу. Оперативники обнаружили более 120 канистр объемом 10,5 литров со спиртосодержащей жидкостью, ароматизатор коньячный и спиртометр. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности, местный житель занимался хранением и реализацией данной спиртосодержащей продукции по мелким розничным точкам. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил порядка 1100 литров. А это уже подвал многоквартирного дома в Зеленодольском районе. 1400 литров сырья в канистрах, пустые бутылки и крышки для них и разлитая по бутылкам продукция. В Набережных Челнах при проверке одного из магазинов были обнаружены бутылки без акцизов и с разной степенью наполненности. При проверке подсобки также были найдены 936 литров алкоголя с признаками подделки, коньяков, виски, вина без марок и без сопроводительных документов. А это оперативная съемка задержания поставщиков антисептиков для рук. 21 коробка с жидкостью отправлена на экспертизу. И вопрос не только в том, работает ли она как антибактериальное средство, но и вовсе безопасна ли для применения. Точно так же, как и эта жидкость для обработки всего, от дверных ручек до дорожного покрытия. Всего только сотрудники МВД республики пресекли попытки ввоза и реализации в республике 240 тонн контрафактной спиртосодержащей продукции. Ну, вот, посмотрев сюжет, мы знаем, что там более 2000 литров, насколько я понимаю, спиртосодержащей продукции было обнаружено. Но вот в пандемийный год мы знаем, что появились новинки, якобы антисептическая жидкость. Вот чем она опасна? Кто может прокомментировать? Можно, давайте я слово скажу, исходя из увиденного. Прежде всего отметить, вы видели прекрасно, в каких условиях производится контрафакт. Да, безусловно, может быть, где-то на столе у людей находится продукция, очень похожая на оригинал. Но все вы прекрасно сейчас обратили внимание, это где она была изготовлена. Это подвальные помещения, это заброшенные склады, хранилища. Ни о какой санитарии не идет речь. Ни о каких людях, кто, скажем, имеет право доступа к изготовлению пищевых продуктов, тем более. То есть все это исключительно очень опасно для жизни и здоровья. Надо все это прекрасно понимать. Пусть
алкоголь официальный будет чуть дороже, на то есть свои причины, есть акцизы, есть другие моменты, связанные с оплатой работы, всего остального, но он будет качественный. Это алкоголь, прошедший через соответствующие исследования, на него есть гарантия. А если кто-то пытается сэкономить, то он не иначе как пытается нанести ущерб себе и своим близким. Хорошо. Чем опасен антисептик, вот эта та самая антисептическая жидкость? Это тоже ноу-хау, да? Спокойно люди применяют и даже в пандемию выдумывают особенности. Я, наверное, скажу. Продолжу, наверное, да? То, что мы обсуждаем сейчас вопрос антисептиков, это уже не первый год. Это момент, связанный с производством, прежде всего, продукции двойного назначения. То есть это спирт, содержащие жидкости, которые, к сожалению, некоторыми используются для изготовления контрафакта, если, скажем, у них первоначально идет спирт, либо же тех самых жидкостей малолитражного производства, это различные лосьоны, одеколоны, так или иначе, все, что на спиртовой основе. Но в этом году в прошедшем году были определенные сделаны коррективы в работу и обращено внимание на эти сферы деятельности МВД. Вообще их пьют? Вот у меня режиссер тоже интересуется. Продукцию спиртосодержащую, то есть ее многие пытаются, злоумышленники, я имею в виду, использовать как раз-таки под видом двойного назначения, с этикетками яд и так далее, категорически опасно, но использовать для нелегального изготовления контрафакта. Ее либо разбавляют, смешивают, либо же кто-то напрямую употребляет. Ну там метанол в составе, да? Я все правильно понимаю? Нет, не метанол? Вы знаете, это экспертизу надо по-разному, да, бывают случаи. Метанол тот же самый. Вот мы, насколько знаем, одна из историй была, что смертельно опасно для человека. Там отличить по запаху невозможно, отравление возможно даже через кожу. Человек быстро впадает в кому, идут там мгновенные процессы разрушения. Вот, Марина Викторовна, хотели уточнить у вас в статистике отравлений, какие вещества на первое место выходят все-таки? В статистике 69% занимает отравление этанолом, то есть это наш, как скажем, привычный спирт, который содержится и в водке, и в других алкогольных напитках. Но здесь вопрос, во-первых, чрезмерного употребления, это часть отравлений, от большого количества выпитого фиксируется. Ну и, конечно, о чем коллеги говорят, это качество изготовленной продукции, это качество самого спирта, очищение его от примесей и прочее. На втором месте 17% в отравлениях занимает метанол. Это действительно смертельно опасный спирт. Он имеет запаха, в отличие от этанола. И все последствия вы уже назвали. И на третьем месте это порядка 10% неуточненные спирты, так называемые. То, о чем я уже в начале передачи говорила, то есть спиртсодержащие жидкости, которых в принципе не предназначены для употребления внутрь, в том числе и антисептики, даже если они надлежащего качества и прошли все необходимые процедуры регистрационные, при употреблении внутрь они могут, безусловно, вызвать отравление. Хорошо, спасибо. И вот все-таки сейчас нам бы хотелось обратиться к мнению врачей. Вот людям пьющим, конечно, иногда бывает все равно, да, что они выпьют, лишь бы достать, лишь бы найти. Вот что говорят врачи и чем все это опасно? Предлагаю послушать. Чаще всего, конечно, в результате употребления суррогатов у них развиваются алкогольные психозы. То есть те, кто злоупотребляет, уже могут быть доставлены к нам бригады скорой помощи в результате того, что изменилась психика, они стали неадекватными, они стали асоциальными, то есть они представляют угрозу себе или окружающим, и, конечно, их привозят бригады скорой психиатрической помощи, когда у них могут быть галлюцинации, бред, преследование, они могут нанести ущерб себе или окружающим. Такие пациенты часто злоупотребляют суррогатами. Ну и, конечно же, это вещество, я уже сказала, токсическое вещество, которое прежде всего действует на центральную нервную систему, дыхательную, сосудистую. И такие пациенты очень быстро, так скажем, страдают и физически, и у них все органы становятся уже непосредственно с изменениями. Ну, страшная, конечно, история. Я не знаю, насколько возможно достучаться, наверное, до подобных потребителей. Вот если человек сомневается в алкогольной продукции, которая у него сейчас на руках, Татьяна Михайловна, вот можно ли прийти к вам в госалкогольинспекцию, принести бутылку, например, и попросить проверить содержимое?
Ну, Как убедиться? Вообще, прежде чем приходить к нам в инспекцию, мы всегда говорим, прежде чем купить, у вас есть возможность проверить. Непосредственно потом в магазине, вначале? да, перед покупкой можно всегда проверить легальность, как минимум легальность, мы про качество не говорим, бутылка же закрыта, легальность алкогольной продукции. Это можно сделать, обратившись на портал государственных муниципальных услуг Республики Татарстан в раздел «Проверить алкогольную продукцию». Это очень легко делается. Надо просто набрать номер, регистрационный номер партии. У нас вся продукция, которая ввозится на территорию республики и производится на территории республики, проходит проверку качества, легальности и безопасности. И в подтверждение этой проверки на каждую единицу алкогольной продукции наносится рекномер партии. Для ввозной продукции это такая небольшой стикер разноцветный сбоку на бутылку наклеивается. Для местной продукции рекномер наносится каплеструйным принтером на горлышко бутылки. Номер забили, Enter нажали, посмотрели, информация вышла. Если информация, которую вы прочитали, соответствует информации на этикетке, контр-этикетке, можно смело покупать. Кроме того, всегда можно проверить легальность алкогольной продукции по акцизной или федеральной специальной марке. Тоже у нас у всех есть гаджеты, телефоны, смартфоны, айфоны. Пожалуйста, скачали бесплатное приложение, навели на марку, информация вышла, соответствует, значит, все нормально, можно брать. Если в информации выходит нет такого номера, значит, это уже повод задуматься, стоит ли приобретать, и уже можно обратиться и непосредственно к продавцу, и в госалкогольную инспекцию. А что касается, когда к нам приходят, да, можно прийти, если люди недовольны качеством алкогольной продукции, и у нас такие обращения есть, приходят, мы разъясняем, как в таком случае надо поступать. Могут написать заявление, и по закону о защите прав потребителей человек имеет право предъявить претензию к продавцу, если он недоволен качеством товара. А водка – это тот же самый товар. Мы сами именно госалкогольной инспекции экспертизу не проводим. Для этого есть соответствующие независимые лаборатории, которые имеют аттестат аккредитации на проведение таких исследований. И мы предлагаем заявителю, если хотите, вы имеете право проверить эту продукцию и затем уже по результатам испытаний предъявить, если экспертиза покажет, что да, продукция не соответствует требованиям ГОСТ, предъявить претензию покупателю, и мы уже, вернее, продавцу, и мы уже вплотную займемся. Дмитрий Николаевич, у вас есть советы, как определить? Сначала дополним. Не надо ждать, когда остаток алкогольной продукции остался. Все-таки для исследования требуется полная бутылка, так скажем. Желательно, да. А то бывают случаи, когда бутылку выпьют, до конца, да, чуть-чуть останется, и что-то мне плохо последней капли не понравилось. Бывает. Есть по внешним признакам некоторые возможности все-таки определить, посмотреть. Прежде всего, тара в магазине, естественно, должна быть чистая, должна быть укупорка сохранена, целостность должна быть, то есть никаких протеканий жидкости. Далее обращайте внимание на этикетки, контр-этикетки, на заводским способом приклеивания, никаких не может быть подтеков, там клея, еще посторонних веществ. То есть все это аккуратно, ровно нанесено заводским способом, ничто там не смещено, не повреждено. И самое главное, конечно же, это обращать внимание на акцизные марки, которые можно перепроверить, сопоставить, посмотреть. Как правильно жаловаться? Значит, с полной бутылкой желательно, да? Если уже ты все-таки приобрел, не понравилось. Что еще? Что нужно при себе иметь? Жаловаться можно вообще в любом виде. И в письменном, и по телефону, и прийти устно. Пожалуйста, это право покупателя, право потребителя. Мы объясним, как, что надо сделать. У нас приходят, и письменное заявление напишут, могут обратиться на телефон горячей линии. Но уж если проверить продукцию, то, естественно, ее надо приносить с собой. Потому что говорить о том, что я купил такую-то продукцию в таком-то магазине, она некачественная, оснований для проверки в данном случае, к сожалению, не будет. И большинство покупок все-таки осуществляется через оплаты электронных карт, сделать тут же выписку и тут же посмотреть, когда была закупка произведена. Но самое главное, чтобы все сделки происходили в легальных магазинах. Когда уже купили с рук, с дома, это бесполезно. Безусловно. Поступают ли анонимные сообщения? Какой процент из обращений подтверждается, Дмитрий Николаевич? Анонимные обращения, они ведь чем польза? В том, что любой человек может написать все, что угодно, но отрицательно он не получит соответствующего ответа, подтвердился или нет. Бывает так, что по нескольким адресам поступает несколько информаций,
в том числе через народный контроль. Все это проверяется. Сложно сказать процент реализации, но более 200 тысяч литров изъятой продукции, конечно же, показатель, что работа МВД совместно с Госалкогольной инспекцией, с Татспирпром, с пивной ассоциацией нашей республики, она эффективная. Не все сделано, но, значит, будем работать дальше. Ну вот Госалкогольная инспекция вела интересную практику, ну, не в этом году, чуть раньше, но это вознаграждение, да, за сообщение о незаконной продаже алкоголя, если информация подтвердится. 50 тысяч, если я не ошибаюсь, по-моему, сумма была. Вот как правильно в этой ситуации обратиться, сообщить о производстве, да, алкогольной продукции контрафактной? Сколько людей уже получили вознаграждение? Есть ли какая-то статистика? Ну, 50 тысяч – это именно если информация будет о нелегальном производстве. То есть именно цех незаконный, да, гараж. Да, вот гараж, самый, цех, да. подвал, то, что Дмитрий Николаевич говорил, там, да. Но у нас за этот год, за прошедший год и позапрошлый год такой информации не поступало. А можно представить информацию о нарушениях правил продажи алкогольной продукции в магазинах. Это ночная продажа, продажа без документов, без применения ККМ, без лицензии. Да, такая информация очень часто находит свое подтверждение. Вознаграждение составляет 1, 2 или 3 тысячи рублей. И в прошлом году мы выплатили порядка 687 тысяч. Ну, нормально, даже если по 1000 рублей, 687 обращений, как сумма минимум. выплаты зависит от того, какое нарушение мы выявили. Вот за ночную продажу, когда подтверждается, мы выплачиваем по 1000 рублей. Для МВД это существенный вклад, и хочется, чтобы люди более часто обращались. Это поддержка для нас и помощь в работе. Ренат Касимович, дошла очередь до пивной ассоциации. Надеюсь, вы там не заскучали, да? Мы знаем, что вот количество так называемых наливаек, точек по продаже пива тоже вызывает огромное недовольство населения. Тоже практически сегодня уже они на каждом, не то что на каждом углу, в каждом доме. И зачастую, ну, действительно, там слишком огромное многообразие по цвету, по ароматам. Вот мы знаем, вот можно ли бороться с серым пивом, есть ли оно, есть ли такой серый рынок пива, или как вы его называете по-другому? Пиво – это слабоалкогольный напиток. Он получается брожением солодового сусла и пивных дрожжей, с добавлением хмеля. И если вы внимательно слушали Дмитрия Николаевича, он ясно сказал, что в основном контрафактная продукция, которая подделывается, это водочная продукция. И изъятие в основном идет водочной продукции. И если брать статистику отравлений и смертей, ну, практически ни одного отравления или жалобы на отравление, или, не дай бог, смерти от пива и пивных напитков ни в этом году, ни в прошлом, ни в позапрошлом зафиксировано не было. Да, действительно, очень много на сегодняшний день открыто и в жилых домах под жилыми массивами, значит, магазинов разливного пива, но угроза от этих магазинов такой явной, которую стараются раздуть, ну, действительно нет. Вот мы сами выезжаем с мониторингом магазинов разливного пива, магазинов, где продается алкогольная продукция, пивная продукция. Вот по нашим обращениям в народный контроль, вот в рамках мониторинга за прошлый год мы более 300 предприятий розничной торговли проверили. Из них 150-150 были выявлены различные нарушения действующего законодательства. И только вот по нашей информации, по информации пивной ассоциации, было изъято более 6,5 тонн пива, нелегального пива, пивных напитков. Но помимо этого, я хочу сказать то, что мы выявляем и такие факты, где продаются жидкости двойного назначения, где продается алкоголь без лицензии. Вот, например, в Нижнекамске молодцы сотрудники Госалкогольной инспекции территориальной сработали по нашей информации, и вот были изъяты фанфурики общей сложностью 165,5 литров. То есть, вы понимаете, мы можем ограничить количество магазинов разливного пива, но это не приведет к тому, что люди станут меньше пить или будет меньше отравлений. Как правило, если ограничивать легальную продажу, розничную продажу, то люди, которые хотят выпить, они найдут, где выпить. Они уйдут к тем же самогонщикам, о которых мы сегодня говорили. Они уйдут к тем, кто разбавляет спирт и продает его за копеечную стоимость. То есть, вы понимаете, святое место пусто не бывает.
Наша задача не наложить везде ограничения, не уничтожить законную торговлю, который от этих запретов только потеряет бюджет, потеряет, скажем так, здоровье населения. Наша задача правильно отрегулировать рынок. И задача правоохранительных органов выявлять вот эти места, где продают самогон, места, где продают разбавленный спирт, и места, где делают и тоже пиво, и тот же, значит, скажем, нелегальный алкоголь. И в этом мы стараемся работать вместе, совместно и с МВД, и с Госалкогольной инспекцией. Хорошо, спасибо. Согласны, Татьяна Михайловна, что не подделывают пиво, но, как я понимаю, недавно было, да? Нет, пиво подделывают. И вот смотрите, цифра наша, нами изъята, конечно, по сравнению с МВД намного меньше, 24 тысячи. Так вот, из этих 24 тысяч литров пиво составило порядка 18 тысяч литров. То есть отсутствуют документы на пиво. Я же говорила, что розничные продажи пива не лицензируются. Да, и немножко проверить его, есть определенные сложности, немножко сложнее. Поэтому недобросовестные предприниматели, они могут по одной товарно-транспортной накладной, допустим, вот пиво в кегах, вместо одной 3, 4, 5 кег продать. Да, есть такие подпольные гаражные производства пива. Поэтому и пиво подделывают. Ну, там что вот. Ну, а там как разобраться? Вот в этой ситуации как разобраться? Действительно, на каждом шагу, действительно, один тоже из популярных напитков, скажем так. Да, но смотрите, опять-таки, потребитель что имеет право? Имеет право потребовать товаросопроводительные документы на пиво. И если... Как он должен разобраться? Дали мне товарную накладную. Как, в чем, куда смотреть? Уже отсутствие самой накладной говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Очень часто продавцы говорят, где я вам возьму эту накладную, бухгалтера, бухгалтер там на работе нет. Да, мы вот работаем до 10 часов. Товарищи, если вы торгуете алкоголем, будьте добры, обеспечьте потребителю реализацию его права на проверку легальности алкогольной продукции. Поэтому не показали документы, скажите «до свидания» этому магазину, идите в тот магазин, да, или звоните нам, звоните в правоохранительные органы. И тогда уже сам продавец будет думать о том, продавать, не продавать. И потом у нас сейчас в Республике Татарстан проходит эксперимент, согласованный на всех уровнях, о маркировке пивных кег, то есть вот, чтобы, поскольку больше всего нелегального пива проходит через кеги, но таким образом мы пытаемся вот как-то вывести, как Ренат Касимович сказал правильно, надо выводить всех именно в легальную зону, в легальный рынок, что и уходить из серого рынка. И еще что, ну, слишком низкая цена на пиво тоже кого должна немножко так заставить задуматься, да. И по спиртсодержащим жидкостям, да, я здесь тоже согласна, и вот то, что про антисептики говорили, низкая цена, вот раньше просто фанфурики, лосьоны же были спиртсодержащие, 95% спирта. Конечно, если он стоит 50 рублей, у нас есть люди определенные, которые ведут определенный асоциальный образ жизни, они покупают эту продукцию. Сейчас была пандемия, и ушлые товарищи, они тоже, давайте под видом антисептика, что мы там видим? Тот же самый спирт, разбавленный водой, просто этикетка антисептик. Поэтому обманывать наших граждан, я считаю, это даже, ну, просто, на самом деле, это преступление. И человек, прежде чем купить, вот он должен подумать, стоит ли это делать, стоит ли именно в этом магазине, по этой цене и эту продукцию. Спасибо большое, Рабиа Безердиновна. Вот еще один вопрос. Вот на ваш взгляд, какие еще проблемы, кроме тех, которые мы сегодня обсуждали, сегодня остаются в сфере оборота с алкогольной продукцией? Ну, я считаю, что основные проблемы в сфере оборота алкогольной продукции все-таки это недоработка тех структур, которые занимаются в данном направлении. Если есть случаи отравления, это уже говорит о том, что в этой сфере контроль ненадлежащим образом осуществляется. Поэтому правоохранительным органам Росалкогольной инспекции необходимо в этом направлении свое влияние расширить. Однозначно, но в то же время необходимо отметить, что вот в данном направлении те структуры, которых я назвала, они не могут работать без участия самого населения, а также без участия государственных органов, иных государственных органов и органов местного самоуправления. Потому что в основном ведь у нас вот даже статистика показывает, что спиртосодержащие отравление спиртосодержащими продукциями у нас в основном
в основном страдают неработающие люди. То есть вот если по данным Республики Татарстан 44% у нас отравившихся алкоголем – это неработающие население. И это у нас 205 жителей 32 муниципальных образований. Это говорит о том, что данное муниципальное образование не уделяет достаточного внимания этому вопросу и не работает по разъяснению гражданам. И в том числе даже и необходимо органам местного самоуправления оказать помощь, допустим, в трудоустройстве, потому что на сегодняшний день мы не можем терять... Это уже социальная проблема уже становится, потому что вот только мы вместе взятые правоохранительные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления вместе с населением можем как-то решить вопрос проблемы в сфере оборота алкогольной продукции и вместе можем минимизировать коррупционные риски в данной сфере. Согласна? Согласна, да, потому что мы тоже проводим определенный анализ, и мы видим, что большинство обращений и даже большинство нарушений связано с чем? С определенной правовой неграмотностью не только самих продавцов, но и наших покупателей, потребителей. Люди должны как-то шире знать, вот, что они имеют право требовать, какие требования мы, как контролирующий орган, предъявляем к продавцам алкогольной продукции. Мы об этом всегда пишем. На нашем сайте мы постоянно обновляем информацию по нормам действующего законодательства, причем публикуем не просто вот нормативный акт, а конкретно выдержки, написанные таким языком, которые были бы понятны простому человеку, не обладающим специальными юридическими познаниями. И я считаю это правильно, потому что, ну да, вот я же тоже говорю, телефоны, есть гаджеты, проверить, но зайти на сайт — это тот же самый интернет, зайти, прочитать, убедиться, потому что очень часто бывает обращение, люди, например, не знают прилегающую территорию. Вот знают, что нельзя продавать алкогольную продукцию на территории, прилегающей к детским образовательным медицинским организациям. И все, вот почему-то многие для себя решили, что 100 метров. Почему 100 метров? Не знают. А когда начинаешь объяснять, там уже совсем другая ситуация, что в каждом муниципальном образовании есть свой нормативный акт, у каждого установлены свои метры, свой порядок замера расстояний. То есть тем самым мы уже говорим людям, что ваша жалоба несколько необоснована, но люди говорят: спасибо, да, мы не знали, да, ошиблись, но вот может быть что-то изменить, и это тоже хорошо, потому что люди начинают участвовать вот в регулировании, в каком-то даже, скажем, нормотворчестве. Если им это не нравится, они будут говорить, что надо изменить соответствующие нормативные акты. Я думаю, органы местного самоуправления здесь уже должны прислушаться. Марина Викторовна, а вот у Роспотребнадзора какие есть рычаги воздействия, какие вот программы, какие рычаги есть, чтобы бороться с этим явлением? Роспотребнадзор осуществляет контроль за легальным оборотом алкогольной продукции, то есть тем алкоголем, который находится на прилавках наших магазинов. И то, что коллеги говорили, то есть право потребителя на ознакомление с сопроводительными документами на товар. Потребитель вправе потребовать от продавца предоставить документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение продукции. И в рамках наших проверок мы проводим исследования алкогольной продукции на соответствие требованиям нормативно-правовых актов. Могу сказать, что в 2020 году, к сожалению, таких проверок было немного в связи с особенностями проведения контрольно-надзорных мероприятий с пандемией. Но, тем не менее, около 400 проб алкогольной продукции нашей лаборатории было исследовано, и нестандартных результатов по показателям безопасности той продукции, которая находилась на прилавках магазинов, у нас не было в прошлом году. Хорошо, спасибо. А вообще кто-то заметил, в пандемийный год стало больше поступать контрафактного алкоголя, меньше? Как-то повлияла пандемия на этот рынок? Ну, у нас объемы изъятия сократились. Но мы не связываем это с пандемией. Есть много причин, кроме пандемии. Но на самом деле реально сократились. Я могу сказать, что мы обращали особое внимание вот как раз-таки на продукцию двойного назначения. Были выявлены цеха производства антисептиков и спиртосодержащей продукции. И было обращено внимание в целом на канал поставки спирта. То есть были проведены мероприятия не только на территории республики, и сотрудниками МВД Татарстана проведены мероприятия на территории Нижегородской области. Там было выявлено несколько цехов по производству суррогата, и общий объем изъятой продукции более 40 тысяч литров, тому подтверждение.
Хорошо, а сейчас я предлагаю подвести итоги нашего телефонного голосования. Вот мы задали вопрос, как можно остановить современных бутлегеров. И зрители у нас проголосовали так, что выбрали первый вариант ответа, что это дело правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Второй по популярности ответ тотальной трезвостью. Сам не пью и другим не советую. Очень интересно тоже слышать. И очень приятно даже. И второй вариант ответа – незаконный алкогольный бизнес имеет крышу. Ответили 19% проголосовавших сегодня телезрителей. Вот предлагаю сейчас коротко подвести итоги этого опроса. Равия Бедердиновна. Ну, в принципе, понятно. Результаты опроса на сегодняшний день, они подтверждают как раз о том, что основную роль здесь должны играть контролирующие правоохранительные органы. А то, что, конечно, похвально, что республика у нас становится непьющим, 19% уже тоже есть результат, даже из тех, кто проголосовал. А то, что касается другой цифры, у нас на сегодняшний день незаконный алкогольный бизнес имеет крышу. Про тот вариант ответа, да? На сегодняшний день это, наверное, правоохранительно скажет, что если выявлены факты по крышеванию данной сферы, но вот по данным нашего управления таких данных у нас не имеется. Но тем не менее, да, конечно, есть влияние неких структур, потому что мы видим, что и завоз извне большой партии, и внутри большой производственной партии говорят о том, что это не могут быть организованы одним человеком, потому что здесь однозначно есть некая группа. Такой рынок и такие деньги, понятно, да. Еще буквально коротко, у нас минута до конца. Дмитрий Николаевич, ваше мнение по этому вопросу? Инструменты для своевременно, подчеркиваю, обращения в правоохранительные органы, контрольные органы, все созданы, все они действуют. Поэтому, если есть у населения конкретная информация, незамедлительно информируйте. Можете прикладывать при необходимости фотографии, как, например, это по народному контролю, другие материалы, сведения, чеки и все остальное. Поэтому своевременно, самое главное, сообщать, кто крышует, как крышует, кто поставляет. И, Татьяна Михайловна, Вот коротко. Очень жалко, что вот эти 19% есть. Что они есть, да? Да, я расстроилась. Хорошо, я благодарю всех экспертов сегодня, и тех, кто был с нами на видеосвязи, и тех, кто был в студии. И я благодарю всех телезрителей за активное участие. Алкоголь вредит здоровью, я еще раз напоминаю. Это был Татарстан без коррупции. Всего доброго, до новых встреч. Новый проект на ТНВ «Ток-шоу. Точка опоры». В прямом эфире мы поднимаем проблемы сохранения национальной идентичности.